Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях коммерческий директор международного аэропорта Уфа Денис Никитин. Денис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, летний сезон и парад отпусков мы с вами знаем в самом разгаре. Расскажите, какие направления сейчас самые востребованные? Исторически сложилось так, что московское направление является самым востребованным. На сегодняшний день, наверное, любой житель республики у нас летал в Москву и пользовался воздушным транспортом. Мы очень на это надеемся. Московское направление является исторически самым важным направлением для любого аэропорта, в том числе регионального, каким мы являемся мы. И на него приходится порядка 40% пассажиропотока внутренних воздушных линий. На сегодняшний момент из Уфы в Москву выполняется до 16 ежедневных рейсов. А если взять итоги переговоров руководства аэропорта Уфа и авиакомпании «Аэрофлот», то с 22 июля авиакомпания России вводит дополнительные рейсы на Внуково с частотой 6 раз в неделю. В совокупности на Москву из Уфы будет выполняться 17 ежедневных рейсов. Если же подробнее остановиться на московском авиационном узле, то у нас в Шереметьево выполняется 11 ежедневных рейсов, во Внуково 3 ежедневных рейса и в Домодедово 3-4 ежедневных рейса в Москву. И это является Москва самым востребованным, самым популярным направлением в нашем аэропорту. Второй по значимости является город Санкт-Петербург. Выполняется до 6 ежедневных рейсов. И исторически, летний период отпусков, российские курорты тоже не отстают от этих показателей. И из нашего аэропорта выполняется до 10 ежедневных рейсов в Сочи, Минеральные воды и Махачкалу. Если же взять за трафик международный и международные туристические направления, то пятерочка самых важных это Анталия, Дубай, соответственно, и курорты Египта, Шарм-эль-Шейх и Хургада. Расскажите, по каким направлениям планируется осуществлять полеты и в другие точки мира? Сколько сейчас осуществляется вылетов из международного аэропорта Уфа? Международный аэропорт Уфа – республиканское предприятие и всесильно поддерживает направление внешнеэкономическое развитие Республики Башкортостан. На сегодняшний день из Уфы выполняется полеты в 11 стран мира по 19 направлениям. Также хотел бы отметить и направления в страны Таможсоюза и СНГ, которые являются ключевыми партнерами нашей республики. Так, по итогам 2024 года и первой половины 2025 года рост пассажиропотока на этих направлениях составил порядка 30%. Также увеличивается количество рейсов по такие направления, как в Узбекистан, Таджикистан, Армению и Грузию. Помимо этого, специалистами аэропорта Уфа проведена работа по открытию новых направлений в 2025 году. Например, авиакомпания Red Wings открыла прямые перелеты в Грузии в направлении Батуми. Авиакомпания «Аэрофлот» открыла долгожданный рейс в Китай на популярный морской курорт Санью на воздушном судне Airbus 330 двухклассовой компоновки с емкостью воздушного судна 300 пассажиров. Также хотел бы отметить и нашего исторического партнера компании ЮТР, которая открыла регулярные рейсы в Стамбул. Теперь из Уфы в Стамбул можно вылететь 3 раза в неделю. Я еще хотел добавить то, что Беларусь и Казахстан также мы осуществляем рейсы регулярно, да? Да. А расскажите, как все-таки обстоят дела с внутренними рейсами? Недавно, еще, если я не ошибаюсь, в конце мая или в начале июня в Горно-Алтайск было открыто направление, да? Да, в конце апреля авиакомпания «Азимут» открыла направление в Горно-Алтайск. Помимо этого, авиакомпания «Северный ветер» нарастила программу полетов в Махачкалу и Калининград, доведя их до 5 рейсов в неделю. Авиакомпания «СЭОН» ввела дополнительные регулярные рейсы в Новосибирск и Иркутск. А также, авиакомпания России дополнительные рейсы на Внуково. А расскажите все-таки, к 2030 году, мы с вами знаем, поставлена задача увеличить пассажиропоток до 7 миллионов человек из аэропорта Уфы. А по итогам 2024 года уже есть какие-то данные? Да, по итогам 2024 года наше предприятие обслужило практически 4 миллиона 800 тысяч пассажиров, а в этом году мы ставим перед собой амбициозную цель достигнуть показателя 5 миллионов пассажиров. Также мы ставим перед собой задачу соединить Уфу со всеми городами-миллионниками, и, соответственно, прорабатываем со всеми авиакомпаниями в части расширения географии полетов, увеличения рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. Накануне прошел Петербургский международный экономический форум, там была довольно большая повестка, и наш глава республики Радик Фаритович Хабиров виделся с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. И расскажите все-таки, по итогу встречи была договоренность о том, чтобы начать реконструкцию аэродромной сети аэропорта Уфа с 2028 года. Расскажите подробности, что планируется обновить. Да, ключевой показатель, который стоит перед республикой по поручению Владимира Владимировича Путина, повысить в 1,5 раза мобильность населения. Это для нашего предприятия цифра обслужить 7 миллионов 200 тысяч пассажиров по итогам 2030 года. И уже сейчас мы занимаемся подготовкой инфраструктуры, в том числе аэродромной и терминальной для обслуживания этих цифр. Да, и мы знаем свои узкие места, и эти места мы постараемся в ближайшее время
включить проекты по реконструкции, в частности аэродромные части. Нам уже сейчас не хватает мест стоянок для воздушных судов, дефицит порядка 4-6 мест стоянок. Нам не хватает еще одной площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Нам необходимо реконструировать ряд других объектов, находящихся на аэродроме. И это все включено в проект по развитию нашей аэродромной части до 2028 году. Получается, соответственно, руководитель Росавиации также прибудет в Уфу, чтобы осмотреть международный аэропорт. Да, конечно, мы готовы к этому визиту, соответственно, мы помимо аэродромной части, также, которая отстает от развития терминальной и роста пассажиропотока, мы сейчас и занимаемся, в том числе, проектами по развитию и терминальной инфраструктуры. Мы понимаем и видим те проблемы, которые озвучат наши пассажиры, когда прилетая телетраком, они поднимаются на 3-й этаж, потом приходится спускаться по эскалатору на 1-й этаж. Мы понимаем их негативные отзывы на эту тему, но в то же время мы говорим, что по итогам этого года мы данную назовем ее проблемы, хотя это по факту это конструктивная особенность нашего терминала, который позволяет разделить прилетающих и вылетающих пассажиров. Мы до конца этого года эту проблему исправим. А расскажите, все-таки модернизация, которая запланирована в будущем, она в целом как отразится и как она отразится в целом на инфраструктуру аэропорта и в целом на аэропорт Уфа, и в целом на нашу республику, как это отразится? Любая работа по модернизации, в том числе терминальной инфраструктуры, направлена на то, чтобы обслужить те растущие потоки пассажиров, которые обслуживают наше предприятие. И по итогам, например, 2024 года наше предприятие признано победителем на национальной престижной премии «Воздушного ворота России» в номинации «Лучший международный аэропорт Уфа от 2 до 6 миллионов пассажиров». И это как раз признание того, что наше предприятие развивает инфраструктуру в правильном направлении, предоставляя пассажирам качественные услуги. Так за последние 2 года мы соединили 2 терминала прилет и вылет в единую концепцию с 4 межтерминальными переходами. Мы провели ремонт в терминале внутренних воздушных линий, заменив систему кондиционирования, вентиляции, освещения. Мы добавили в зоне вылета 2 дополнительных эскалатора для подъема на вылетающую зону в сектор А. И другие ряд работ, которые повышают уровень и качество обслуживания пассажиров. Расскажите, пожалуйста, в целом по поводу нового объекта гостиницы около международного аэропорта Уфа. Да, я хотел бы отметить, что с 1 июля данная гостиница начала функционировать. И это современный 4-звездочный отель под названием «Небо Арт». Отель располагает 150 номерами, которые сейчас открыты как и для экипажа, так и для жителей Республики Башкортостан. Денис Владимирович, что бы вы хотели пожелать жителям и гостям столицы, которые прибывают в международный аэропорт Уфа? Уважаемые пассажиры, мы просим вас относиться с пониманием к тем работам, которые мы проводим на территории нашего предприятия. Все работы проводятся для того, чтобы вы всегда с улыбкой улетали и прилетали из нашего предприятия. Ведь временные сложности при ремонте, они временные, а удобства, которые остаются, они постоянные. Мы хотим, чтобы всегда, улетая и прилетая, частичка Башкортостана оставалась с вами. И мы всегда рады качественно и с улыбкой обслужить вас в нашем аэропорту. Благодарю, Денис Владимирович. А я напомню, у нас в гостях был коммерческий директор международного аэропорта Уфа Денис Никитин. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.